В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В парламенте Якутии поддержали поправку об увеличении субсидий на внутренние авиаперевозки. Тариф на перевозку пассажиров судами на воздушной подушке снижается с завтрашнего дня. Во Всемирный день телевидения телебашня Якутска включит праздничную подсветку. Энергетики центральных электрических сетей ведут срочные ремонтные работы в Якутске. Они восстанавливают электроснабжение части потребителей, проживающих в части районов ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе, прерванное в результате технологического нарушения. Сегодня в 10 утра под ограничения попали потребители подстанции «Южная». Работы продолжаются. Тем временем энергетики компании «Якутскэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей Вилюйской группы районов республики. В 12:59 линию полностью ввели в работу на участке Сунтар-Нюрба. Объем субсидий на внутриулусные и межулусные авиаперевозки планируют увеличить с 52 до 150 миллионов рублей в следующем году. Комиссия депутатов Илтумена поддержала поправку правительства республики об увеличении финансирования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева, в настоящее время разрабатывается новый механизм субсидирования авиаперевозок при приобретении авиабилетов. Программа охватывает 189 населенных пунктов республики, в том числе 161 маршрут внутри улусов и 28 между районами. Отмечается, что на стоимость пассажирского билета влияют себестоимость рейса по заданному маршруту и плановая пассажирская загрузка воздушного судна. Проезд на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижнебестях снижается с завтрашнего дня. Стоимость составит 1000 рублей. Режим работы с 7 утра до 18 часов вечера ежедневно. Перевозки осуществляются с акватории городского пляжа. Для доставки грузов в северные районы будут использованы беспилотники. Работа транспортной отрасли страны шагнет в цифру. В Москве завершил свою работу форум-выставка «Транспорт России». Ключевое событие, определяющее развитие всей транспортной индустрии на десятилетия вперед. Каким проектам в Якутии дали зеленый свет и какими видами пассажирского транспорта пополнится наша республика? Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Железные и автодороги, водные и авиасообщения – настоящий транспортный каркас страны. От них зависит, какой будет экономика, а значит и благосостояние людей. Поэтому идея от стратегии к реализации красной нитью прошлась по главной дискуссии форума. Минтрансом России разработан проект транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Кто должен прежде всего получить пользу? Прежде всего, это люди. Первые шаги уже сделаны. К 2023 году пассажирский речной флот Якутии пополнится как минимум 3 новыми судами класса «Метеор», которые в летнее время свяжут Жиганск, Сангар и Алекминск со столицей республики. Окно возможностей за счет новых технологий ждет и авиацию. Безбарьерное движение грузов в северные районы Якутии смогут обеспечить беспилотники. В поселке Тикси Булунского района планируем организовать кластер беспилотной авиации. Это позволит нам в разы удешевить доставку таких же продуктов питания. Мы обсуждали потенциальные маршруты внутри Булунского района с последующим масштабированием и до как следующий шаг, Мусьянский район рассматриваем. Диапазон интересов Якутии связан и с мостовым переходом через реку Лена. Его уже именуют северным широтным поясом России. Ленский мост представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах общей протяженностью около 15 километров. Уникальное сооружение позволит создать в республике мощный транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожные, авиационные и речной маршруты, а также автодороги федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. Первый этап проектирования, подготовка территории и строительства уже на реализации. Впереди основной второй этап – непосредственно сооружение моста. Техническая часть документации у нас готова практически в полном объеме. Готовимся к заходу в экспертизу. Мост уникальный, в нем большое количество
компонентов, которые производятся только за рубежом. По вантовой системе там уже больше 70% испытаний именно на экстремально низкие температуры уже выполнены. До 2030 года мы ожидаем, что с Ленским мостом транспортная доступность для населения нашей республики достигнет показателя 80,4%. Проект Ленского моста, как и транспортная неделя, закладывает фундамент будущих достижений. Среди актуальных тем на форуме также безопасность на дорогах и цифровизация транспорта. Будет развиваться железнодорожное движение. Сегодня начинаются изыскания по продолжению дороги на Магадан. Наши магаданские соседи активно ставят этот вопрос, мы их поддерживаем. Это, возможно, в ближайшее время приведет уже к началу строительства совмещенного моста автомобильно-железнодорожного через Алдан, но и другие направления. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Минувшим вечером жители 203-го микрорайона получили возможность поставить вакцину от коронавируса рядом с домом. Так, городская поликлиника номер 1 организовала ночь вакцинации в здании смарт-библиотеки. Тем, кто получил вакцину, предлагают бесплатную регистрацию на сайте ЛИТРЭС. Такой же пункт открылся и в Гагаринском округе в здании Дома культуры имени Гагарина. Всем обратившимся выдается скидочный купон на новогодний детский утренник. Акция будет продолжаться и сегодня. Отметим, что на территории столицы также продолжают работать пункты вакцинации в Государственном цирке по рабочим дням с 18 до 9 вечера. И лечащие врачи сказали, ни в коем случае не получай. Вот. А теперь получается, что без этого кода, в частности, как говорится, ни туда и ни сюда. Такое ощущение у меня во всяком случае. И я решила, что, видимо, надо еще раз поговорить о том, что, может быть, поставят все-таки. Как-то я перенесу это дело, несмотря на свои хронические заболевания. Ну вот, поговорила дочь, и сказали, что сделаем. Ну, какой вид цвета это мне поставили? Лайт поставили. В Доме культуры «Ритм» села Маган состоялось открытие интерактивного свободного пространства «Кворум». Оборудованные помещения предназначены для коллективной творческой работы, мастер-классов, курсов и различных тематических мероприятий как среди детей, так и взрослого населения. Проект был реализован в рамках программы «Креативная перезагрузка» Окружного центра народного творчества. Согласно ей, до 2032 года будут оборудованы еще 16 креативных пространств в домах культуры городского округа город Якутск. Раньше эти комнаты использовались для занятий хора и ансамблей. Нагрузки на помещения были небольшими, поэтому они часто пустовали. Теперь в новом креативном пространстве бесперебойно проводятся мастер-классы, различные курсы и тематические мероприятия. План расписан до конца текущего года. Созидать в новом пространстве будут не только дети, но и их родители. Мама вот приводит ребенка сюда, ребенок хочет здесь чем-то позаниматься. И мама, она же сама не будет сидеть там за дверью и ждать. Мы ее тоже привлекаем, чтобы и мама тоже здесь нашла себе занятие по душе. В итоге получается, мама занимается или сама, или с ребенком. Это сказывается очень на благополучии села. Сотрудники Дома культуры отмечают, что яркое и креативное оформление помещений положительно сказывается на продуктивности работы и общем настроении участников творческой работы. Когда здесь были только зеленые стены, ничего не давало, никаких фантазий, дети сидят нудные, ничего не делают. Вот поэтому, когда вот дети начинают уже ходить сюда, заходят, сидят, смотрят, фантазии набираются и уже приступают к новым работам. Обустройство помещений было проведено в рамках реализации программы «Креативная перезагрузка» Окружного центра народного творчества Якутска. Сотрудники центра уверены, что дома культуры нуждаются в расширении спектра задач путем внедрения креативных пространств. Он должен приумножать человеческий капитал, как говорится, да, и именно обогащать творческий потенциал населения, выявлять творчество, и оно хранится у детей, у молодежи. И у нас главная миссия работника культуры – это вот именно создать те условия, да, для культурного развития населения, в котором ты находишься.
Креативное пространство в Маганском доме культуры стало первым объектом программы, введенным в эксплуатацию. Планируется, что до 2032 года подобные креативные зоны появятся и в остальных 16 филиалах Центра народного творчества. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Маган, Якутск. Всемирный день телевидения отмечают сегодня. В честь праздника якутская телебашня загорится подсветкой. Также сегодня будут включены телебашни в других городах России. Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум. Он призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года. В наш регион регулярное телевещание пришло в 1963 году, когда в Якутске появился свой передающий комплекс. Еще с советских времен бытует мнение, что футбол – это увлечение исключительно для мальчиков. Тренеры футбольного клуба «Спартак Юниор» успешно ломают этот стереотип. Благодаря проекту УЕФА Playmakers более 33 девочек делают свои первые шаги на футбольном поле. При этом тренировки проходят в не совсем привычной форме. Подробнее об этом расскажет Полина Долинская. Полина, приветствую, передаю тебе слово. Кристина, я тебя приветствую. Вообще проект UEFA Playmakers – это международная программа, которая разработана специально для тренировок девочек в возрасте от 5 до 8 лет. Российский футбольный союз запустил данную программу только весной этого года. И уже осенью данная программа стартовала в Якутске на базе футбольной школы «Спартак Юниор», которая является самой большой футбольной школой в республике. Тренировки девочек проходят в игровой форме по мотивам популярных мультфильмов Disney и Pixar. Главная задача маленьких футболисток – это играть и получать удовольствие. Ну а директор футбольной школы «Спартак Юниор» и скаут Академии «Спартак» Владислав Иванов рассказал нам о том, как проходят эти тренировки. Я предлагаю послушать и вам. В отличие от стандартных тренировок, к которым все привыкли видеть, тренировки в проекте UEFA Playmakers, они проходят по уникальной методике, разработанной Европейской ассоциацией футбола совместно с Disney, и где девочки в течение тренировочного процесса они проходят сюжет из мультфильма. То есть такие же супергерои решают задачи в команде. То есть таким образом проявляют свою инициативу, развивают лидерские качества. И самое главное, они учатся работать в команде. В рамках проекта спортсменки проходят курс из 10 занятий. После завершения курса они получают сертификаты. Как вы можете видеть сейчас, спортсменки, им дано задание сценария «Суперсемейка», после которой они будут подводить итоги того, как прошли их тренировки. Ну и каждая девочка после прохождения курса сама для себя потом решит, стоит ли ей заниматься футболом дальше. И, конечно же, футбольный клуб женской команды среди юниоров Якутска будет ее ждать с распростертыми объятиями. На этом у меня все. Кристина, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Полина Долинская. А мы продолжаем. Алданский бассейн, расположенный в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик», начал свою работу. Общая площадь комплекса составляет более 2000 квадратных метров. Помещение бассейна двухэтажное, первый технический, а на втором разместили раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача и медсестер. Вход для взрослых составляет 300 рублей, для детей 150. Для посещения бассейна взрослым необходимо наличие QR-кода. Дети от 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Помимо этого, в ближайшее время начнется набор детей до 7 лет в группы начальной подготовки отделения «Спортивное плавание». На этом у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.